Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Спасение бездомышей продолжается. Но сначала я объявляю День стольника на корм уже спасенных от гибели. Без вашей поддержки мы не сможем продолжать наше общее дело. Любая посильная сумма, пожалуйста, давайте накормим хвостиков. Я вас очень прошу. Пожалуйста, друзья, День стольника. Посмотрите на наших хвостиков. Они сыты, они играют, они забыли уже, что такое голод. И мы не имеем права возвращать их в прежнюю голодную жизнь. Сейчас мы вам покажем кадры из якутского приюта. Вот он, голод. Такой, что собаки, доведенные до отчаяния, едят свои и чужие испражнения. Это до чего можно довести животных? Кадры собак, у которых нет человека, нет защиты, нет еды. Им нечего есть. Это видно по их телу, их скелету. Скажите, а мы хотим их спасти, накормить, подарить сытую жизнь? Это две девчушки, примерно около 10 килограмм. Им год-полтора, будут мелкими. В этом же вольере сидят и сильные. Видели, как они мутузили этих белых. В общем, не выжить им. Порвут или умрут от голода. Конец один. Кто готов подписаться на финкураторство этих малышек? Без вашей помощи мы не сможем вывозить, спасать. Кто готов? Друзья, пожалуйста, откликнитесь. Откликнитесь, давайте их спасем. А вот еще одна жертва из того вольера, где жизнь серой собаки недавно висела на волоске из-за грозного кобеля, который всех держал в страхе. И бедные, скромные собаки залезли все на будки, боясь попасть ему в зубы. В том числе эта тоненькая, ушастенькая девочка. Сколько страданий в ее глазах. Вот она висит на решетке, тянется к человеку, злой пес рядом. А сегодня она уже хромает. Что-то с ногой. Может, прикусил, может, еще что-то. А ее как не спасти? Какие у нее умоляющие глаза? Как о многом они говорят. У меня вопрос к вам. Мне нужны финкураторы на ежемесячно. Без этого никак не справиться и никого больше не спасти. Кто готов? Кому жалко эту девчушку? Напишите. Но решение надо принимать срочно, безотлагательно. Или спасаем, или остаются на погибель. Ну, а у нас будни в разгаре. Прилетели. Встреча в порту. Кто ты? Еланка? Ты Еланка, моя девочка. Еланка, девочка, приехала. Ай, какая красотка. И хвостиком машет. А ты? Нежа, да? Да, почти что, да. Ты, Господи. И там еще одна. Щенок Еланка, таксоподобный, очень славный малыш. Присмотритесь, может, это чья-то судьба. Он не будет большим. Мне нельзя обрастать собаками, да еще щенками. Срочно ищем семью. Ольге спасибо огромное за временную передержку, но скоро она выйдет на работу, и его будет некуда деть. Прилетела белая собачка, та, что жалела серую, назвали Нежа. Уж очень она нежная. Вы знаете, не могу понять. Вроде по прошлому ролику так многие жалели этих белую и серую. Я попросила откликнуться финкураторов. Ведь я не могу спасать без вашей регулярной поддержки. Все лето вы хотели, чтобы я спасала якутских. И что в итоге? Я вам показываю, предлагаю совместно спасать, спрашиваю вас, а в ответ слышу только «жалко собачку». И это все. Нет. Это не жалость. В ближайшие 100 лет никакого закона не ждите. Спасутся только те, кого мы спасем. Так что мне делать? Спасать или нет? Кричу. Мой крик души. Только с финкураторами вместе. А ты добрая девчонка. Спасибо ты, что защищала. Защищала своего сородича. Спасибо, что ты пожалела, поцеловала. Спасибо тебе, моя девочка.
За это ты заслужила спасение. У тебя шерстка как у норки, понимаешь, да? Как у норки. Ты такая сладкая вся. Сладкая. Так, Лар, вот мы выгружаемся. Надели ошейничек, который маленький подошел, коричневый. Поводочек. Оля свой надела поводочек. Так что этот я тебе верну, привезу. Ну вот, все, мы выходим. Мы выходим. Сейчас будем смотреть, как мы будем общаться с друзьями. Сейчас будет лаять, но она облаивает всех, но она такая не агрессивная. Просто она у нас очень громкая. Ну ничего, они пока спокойненько друг к другу. Видишь, хорошо вроде как. Такие дети холёсие, воспитанные и спокойные. Теперь о собачке Кроше. Он в стационаре. Рассчитывали, что быстрее восстановится его здоровье. Но не так-то было. Динамика положительная есть, но анемия продолжается. Ищут причину. И свободная жидкость в брюшной полости тоже есть, как показало УЗИ. И в желчном пузыре взвесь неизвестного характера. Все взято под контроль. Лечат. Надо оплачивать взятые дополнительные анализы и через 3-5 дней все снова повторить, чтобы после лечения посмотреть динамику. Нет, друзья, я одна не справлюсь. Крошу нужна ваша помощь. И еще вот такой СОС. Пришел по кошкам из Якутска. Заболела хозяйка, которая спасала как могла этих кошек. Их 10. Даже привитые. Жили скромно, почти выживали. Иногда варили геркулес. Не всегда были деньги на сухой корм. В том году я им еще помогала, а сейчас не могу. Помните, мы спасали 2 белых кошечек в январе. Одна глухая. Вот они жили в этой семье. А теперь заболела хозяйка, и дочь рьяно настроена их усыпить. 10 кошек и котиков живут и не знают, что дни их сочтены. Я попросила время отсрочить усыпление, чтобы озвучить здесь, на канале. Вдруг вы сжалитесь и кого-то захотите спасти. Приглядитесь, разбирать, надо немедленно разбирать, хоть по одному котику. Друзья, давайте спасем
Только сразу по домам, не напередержку. Разберите, пожалуйста, посмотрите на них, пролистайте, ведь они домашние. Но зачем же им умирать?